Мастер-класс, организованный шаманами, включал в себя гадание на косточках, изготовление шаманских оберегов и учений узелковой магии. Эти практики действительно являются ключевыми аспектами шаманской традиции и могут представлять значительный интерес для участников, желающих погрузиться в мир духовных практик и символики этой культуры. Шаманы делились своими знаниями и опытом, объясняя символику и особенности каждой из традиционных практик. Участники могли не только наблюдать, но и активно участвовать в создании оберегов и плетении узлов, которые имеют магическое значение. Одна из местных шаманов 5-го поколения, Чаяна Мангуш, присутствует на этой площадке, чтобы провести мастер-класс по изготовлению шаманских оберегов гостям и зрителям, что позволило участникам познакомиться с техникой изготовления оберегов. Сегодня будет у меня мастер-класс изготовления оберегов. У каждой семьи, у каждого человека должен быть оберег, личный оберег для семьи и для дома, и для детей, для очага. Да. То есть каждый человек может сейчас сделать себе сам оберег, правильно? Да, каждый человек может себе делать и своим детям оберег, и для своей семьи тоже может делать на мастер-классе. А из чего делается? У каждого шамана свои заговоры. Каждый шаман по-своему все делает. А на своем мастер-классе я буду показывать, как я делаю кежиковый мешок богатства, как я делаю оберег из волчьего языка, как я делаю оберег для дома и как я делаю ребятам, которые находятся на СВО. Евгений, будучи шаманом в Московской области и состоящим в Тувинской религиозной шаманской организации Тенгри-Угре, активно участвует в практиках и обрядах, связанных с традиционной тувинской религией и культурой. В принципе, шаманы – это народ вольный, и это примерно как… Так сказать, тигры могут очень долго не видеть других тигров. Но для того, чтобы были контакты, для того, чтобы было профессиональное сообщество, конечно, такие фестивали бывают интересны, чтобы, как сказать, показать. Вот сейчас, например, проводят мастер-классы, где кто-то может обучиться или посмотреть, как работают коллеги. Это для меня, например, это ценно. Кому-то это неинтересно. Тува известна своими шаманами, которые часто привлекают участников исследования и практики шаманства со всего мира. Валентина Балдахинова известна как шаманка из Улан-Удэ. Республика Бурятия, так же как и Тува, имеет богатую историю и традиции в области шаманства и духовной практики. В шаманизме порядка 40 лет. В прошлом году мы ездили в Монголию, там проходил международный всемирный фестиваль шаманов мира. Из 8 стран было, наша Россия была. А в этом году это наша российская. Поэтому мы с удовольствием приехали. Но так как здесь мы ни разу не были, мы на своих машинах, 2 машинах. Это великолепно, потому что шаманы это же духовные люди. Они за нашу Россию, за каждый регион молятся. Эта молитва много чего стоит. И я очень хотела участвовать здесь. Более 200 шаманов приехали из разных уголков России и зарубежья. Кроме того, столицу посетили и гости-туристы. Сложно сосчитать, потому что они, согласно программе, приезжают, уезжают. Поэтому я думаю, что около 200-300 человек уже посетило наш фестиваль. Практически, большинство российских регионов представлено. То есть наши шаманы, которые входят в управление Верховного шамана России, они действительно охватывают более 50 регионов России. Да, и ежегодно приезжают. Большая делегация приехала из Республики Бурятия. Где-то 10 человек приехало из Китая, тоже целая делегация. Есть гости из Германии и Казахстана. Мероприятие подчеркнуло важность сохранения и продвижения духовного наследия Тувы, а также способствовало укреплению культурного единства среди участников и зрителей. Это был не только мастер-класс, но и возможность погрузиться в аутентичную атмосферу местной шаманской традиции, которая остается ключевым элементом культурного богатства республики. Инна Клояна, Владимир Сюртук, Азамат Ачур, телеканал Тува-24.